На этой неделе в Чахоле взялись за популяризацию древнего камнерезного искусства. Организовали конкурс «Узоры жизни на ожившем камне». Мероприятие посвятили знаменитому мастеру-камнерезу Мангушу Черзи и столетию образования республики. На конкурс заявились 10 мастеров из разных уголков республики. Участники работали в течение 5 дней. Весь процесс создания скульптур могли увидеть все желающие. Свидетелем того, каким образом могут ожить камни, стал и наш корреспондент Идагел Намдан. Для нынешнего поколения имя Мангуша Черзи ничего не говорит, хотя за этим человеком стоит целая камнерезная индустрия Тувы. Именно его называют родоначальником республики этого древнего ремесла. Он родился в 1899 году. С 8 лет начал увлекаться резьбой и уже тогда создавал образы животных. За всю свою творческую жизнь создал около 1000 скульптур из дерева и камня. Его работы выставлялись не только в республике и стране, но и за рубежом. Так скульптура Мангуша Черзи признаны лучшими на Экспо 67 в Монреале. Накануне в Чахоле собрались не только поклонники творчества мастера, но и его потомки. Я как внук очень рад, что дело моего деда, именно камнерезное искусство, продолжается. И именно в руках творится других мастеров нашей республики. Подобная выставка внутри района проводится впервые. Мероприятие начались с чаепития, где родные и близкие мастера делились теплыми воспоминаниями. Позже отправились в местечко Хараганыктаг добывать серпентинит. Прежде чем начать конкурс, организаторы проводят обряд Сангсалыр, разжигание огня для кормления духов земли и хозяина местности. После мастера займутся извлечением природного камня, который в скором времени преобразится в произведение искусства. На добычу потратили 2 часа. Просто так камень не вытащишь. Нужна мужская сила. Процесс добывания очень сложный. Здесь требуется физическая сила с помощью лопаты и лома. Когда я учился в школе, вот тут прямо видно было камней. Можно было просто собрать, а сейчас этого нету. Самые крупные залежи серпентинита находятся в США, а в России камни распространены на Кавказе, Урале и в Туве. Примерно вот так проходит процесс извлечения природного камня или по-научному серпентинита. Камень чем-то похож на уголь, но по консистенции намного тверже. Из таких вот камней в течение 5 дней мастера будут создавать свои будущие скульптуры. Ни знойное солнце, ни беспощадные ветра и дожди не стали препятствием для конкурсантов. За считанные дни мастера должны завершить свои работы. Финальный день камнерезы завершили работы по регламенту в 14 часов. Члены жюри оценивали скульптуры по 7-бальной системе и по 3 критериям: художественный образ, композиция и техника исполнения. Судьи конкурса приятно удивлены качеством работ, ведь на создание скульптур было выделено мало времени. Конечно, это очень высоком уровне исполнены все работы, и результат у нас очень хороший, мы так считаем. Мы здесь стали свидетелями замечательных произведений. Можно заметить, это прорыв камнерезного искусства, новые взгляды. В то же время можно найти и традиционные почерки. В течение 5 дней камни ожили, получили форму, название и историю. Авторы вкладывали частичку себя в каждую деталь скульптуры. А вот и 5-дневный труд камнерезов. Экспозиция самая разная, начиная от животных, тувинской мифологии, заканчивая национальными элементами. По словам авторов работ, они тратили в день по 8 часов на создание этих скульптур. После долгих обсуждений и прений победителя все же определили. Им стал мастер из Чахоля Аратол Бекзи. Его работа «Волшебство шамана» получила восторженные отзывы. Победитель получил 25 000 рублей, диплом и призы от семьи Мангуша Черзи и организаторов. Чувствую я только радость, конечно, что на этот конкурсе победил. Вообще, сколько времени потратили на создание работы? 4 дня. Есть большой потенциал развивать конкурс камнерезного искусства. В планах организаторов расширить круг участников и увеличить призовой фонд. Учредители выставки конкурса надеются ежегодно проводить состязания среди камнерезов в честь известного мастера Мангуша Черзи. Главное, чтобы коронавирус не помешал планам. Идагел Намдан, Буян Сундуй, Вести ТВ, Чахольский район.